Здравствуйте, ребята. Нас слышно, да? Еще раз повторите. Слышно, да? Ребята, пока на время отключаем звуки. Ну, здравствуйте, ребята, еще раз. Сегодня мы проведем вам правовой час к дню, Всероссийскому дню правовой помощи детям. Проведем мы сегодня совместно с сотрудником по делам несовершеннолетних с Герасимовой Матрёной Эдуардовной и руководителем отдела управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Панамскому улусу Кокаревой Мариной Дмитриевной. Хотели бы мы начать с беседы с Мариной Дмитриевной. Здравствуйте, ребята. Всем добрый день. Надеюсь, что хорошо слышно, да? Ежегодно мы отмечаем 20 ноября Всероссийский день правовой помощи детям. И ежегодно отдел ЗАГС выходит с беседами на наши школы. Ребята, конечно, о правах ребенка вы, наверное, много-много узнали, когда вы еще учились и пониже классом, поскольку у нас в республике есть закон о правах несовершеннолетних, о правах детей. И сегодня я хочу вам вкратце, возможно, даже немножко расширим знания о правах ребенка согласно Семейному кодексу Российской Федерации. Но сначала я бы хотела сказать, что еще в 1959 году, 20 ноября, Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах ребенка, содержащая 10 важных принципов. 10 важнейших принципов обеспечения защиты и благосостояния детей. Но это была декларация, которая только, как и сказано в самом слове, декларирует такие принципы. Да? И 20 ноября 1989 года та же Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Это важный документ, регулирующий защиту прав детей во всем мире. И эта конвенция – это не список прав ребенка, а перечень тех обязательств, ключевое слово здесь – обязательств, которые государства возложили на себя для защиты данных прав. Все государства, которые подписали конвенцию от 20 ноября 1989 года, конвенцию о правах ребенка, они должны следовать этой конвенции. Она имеет обязательную силу. И, подписывая конвенцию, государство заявляет о своем обязательстве соблюдать эти положения, и в случае их невыполнения они несут ответственность перед международным сообществом. Ну, конечно, вы все воспитываетесь, растете в семье. В семье у вас проходит, значит, ваше детство, юношество. И даже когда вы станете взрослыми людьми, все равно семья, как раньше говорили в Советском Союзе, ячейка общества, все равно вы являетесь членом семьи. И сегодня, конечно, я хотела бы рассказать немножко о правах ребенка из Семейного кодекса Российской Федерации. И прежде чем начать нашу беседу, я хочу, чтобы вы все-таки запомнили или прослушали внимательно, для того, чтобы в конце, когда я буду вам задавать несколько вопросов, и для того, чтобы понять, усвоили вы этот материал или не усвоили. Семейный кодекс Российской Федерации – это специальный законодательный акт, который объединяет нормы, регулирующие отношения в браке в семье. Данный кодекс относится к одному из важнейших законодательных декументов на территории Российской Федерации. И дата первого принятия Семейного кодекса относится к 8 декабря 1995 году. Что сказать? До этого, конечно, в Советском Союзе был кодекс о браке, и в 1995 году
значит, у нас появился Семейный кодекс Российской Федерации. В структуру Семейного кодекса Российской Федерации входит 8 разделов, 22 главы, 170 статей, и все эти статьи регулируют отношения в браке и семье. Коротко, если сказать, значит, когда вы будете вступать в брак, вы тоже будете вступать в брак на основании статей, на основании закона Семейного кодекса Российской Федерации. Ну и так далее. Например, заключение, расторжение брака, обязанности супругов, права на имущество, нажитое в браке, порядок выплат, взыскание алиментов на детей, права несовершеннолетних детей, воспитание детей, ответственность и права родителей, усыновление и так далее. Все эти главы и статьи закона непосредственно будут относиться и к вам. Непосредственно относятся и к вам. Зачем же нужен Семейный кодекс? Еще раз хочу это подчеркнуть. Семейный кодекс позволяет урегулировать все проблемы и споры, возникающие в семье между супругами, родителями и детьми. Как я уже сказала, если люди хотят вступить в брак, то они должны сделать это в соответствии с Семейным кодексом. То же самое касается и расторжения брака. Но мы сейчас эту статью, эту главу, этот раздел пропускаем и подходим, значит, к главе 11 «Права несовершеннолетних детей». Статья 54 говорит о том, что право ребенка жить и воспитываться в семье – это абсолютное право. Но, как вы знаете из жизни, есть такие семьи, которых, конечно, лишает или мать, или отца родительских прав, или ограничивает их в этих правах. И тогда ребенок подпадает, значит, под опеку органа опеки и попечительства. Кто такой ребенок? Ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет совершеннолетия. То есть до достижения 18 лет вы являетесь ребенком. Как только вам исполнится 18 лет, вы уже входите во взрослую жизнь. Это называется совершеннолетие. И еще ребенок имеет право на воспитание своими родителями, как я уже сказала. Обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей или лишении их родительских прав, в случаях утраты родительского попечения, бывает и такое, в случае смерти отца или матери, право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего кодекса. Но бывают такие случаи, когда, значит, к сожалению, родители расходятся, да? И тогда при расторжении брака между родителями родители должны решать, с кем останется ребенок. И вы в таком случае тоже имеете право уже с 10 лет говорить, высказывать свое мнение, с кем вам оставаться, с кем жить. Но если возникает спор, то этот спор уже решается органом опеки и попечительства, и далее, возможно, решается и судом. Вот это тоже, значит, прописано в Семейном кодексе. Статья 56, ребята, говорит о том, что вы имеете право на защиту. Что это означает? Это означает, вы имеете право на защиту своих прав, законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется вашими родителями или лицами их заменяющими. А в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, органом опеки, попечительства и прокуратурой. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей и лиц их заменяющих. Но можно сказать, что раньше, когда мы воспитывались, да, как сказать вам, легкий шлепок или подзатыльник со стороны родителей или даже бабушки и дедушки, это ничего не означало. А сейчас в международном праве по отношению к детям это говорит о насилии к ребенку. Уже поменялись, можно сказать, и отношения к таким действиям со стороны родителей. Но это не означает, конечно, что ваши родители, скажем так, не должны вас там убеждать или с вами разговаривать, указывать вам на ваши проступки,
Это ответственность родителей в вашем воспитании. И еще есть важная статья 57, право ребенка выражать свое мнение. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного рассмотрения. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Вот хочу, чтобы вы запомнили, что учет вашего мнения, мнение ребенка уже начинается с 10 лет. А в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. И сейчас мы, значит, подходим к самому интересному, к самой интересной, важной статье 58 «Право ребенка на имя, отчество и фамилию». У вас у всех есть имя, отчество и фамилия. Имя ребенку дается по соглашению родителей. Ну, отчество, понятно, по имени отца, да? А фамилия по фамилии отца или матери. Или, если у них разные, то есть одинаковая фамилия, то по фамилии родителей, конечно, да? И вот я сейчас, кстати, хочу вам сказать о том, что у нас в Республике Саха-Якутия в 2012 году вышел, значит, такой указ главы Республики Саха-Якутия о присвоении фамилии и отчества ребенка в соответствии с якутскими национальными обычаями при государственной регистрации рождения. То есть ребенку могут присвоить имя, скажем так, якутское имя, да, Сахаяна, Уйбанкыга, или, скажем так, Тускул. Фамилия будет Тускул. Даже если фамилия у родителей будет, скажем, Иванов, отец, да, а мать Петрова, то они могут присвоить фамилию при рождении, при регистрации рождения ребенка, их родовую. И отчество или Ола, Битер, Кыгади. Ну, так это слово я сказала, что у нас тоже есть важный такой указ, нормативно-правовой акт, которому вы можете следовать впоследствии в своей жизни. И я сказала, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей, и при отсутствии соглашения между, если у них разные фамилии, да, у родителей, то относительно имени и фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются тем же органам опеки и попечительства. Если отсутствие не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка. Фамилия по фамилии матери. Ребята, конечно, Семейный кодекс, как я уже вам сказала, имеет очень много разделов. Это 8 разделов, 22 главы, 170 статей. И все это за несколько минут мы не можем обсуждать, но хотя бы несколько статей мы с вами обсудили. И сейчас я желаю, чтобы вы проверили себя, насколько вы уяснили, освоили эту беседу. И вы просто у себя возьмите ручку и бумагу и про себя отметьте ответы на вопросы. Первый вопрос. Какой документ регламентирует права несовершеннолетних детей? Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, это второе, и третье, Семейный кодекс Российской Федерации. Вы можете, конечно, и отмечать про себя, или про себя там тоже подумайте, про правильный ответ. Отметили, да? Кто несет основную ответственность за воспитание детей? Это второй вопрос. Бабушки и дедушки, родители, орган опеки и попечительства, прокуратура. Здесь, ну, возможно, вариант ответов 2, потому что потом я вам разъясню, да? Третий вопрос. Кем решается спор между родителями
и относительно имени и фамилии ребенка. Если родители, например, у родителей возник спор. Если у родителей возник спор, кем решается спор относительно имени и фамилии ребенка? Отцом единолично, матерью, органом опеки и попечительства. И четвертый, последний вопрос. Вы про себя думаете, да? Решайте. С какого возраста учитывается мнение ребенка по вопросу, затрагивающего его интересы? С 10 лет, с 12, с 14. Ну, а теперь я хочу сказать вам правильный ответ, чтобы вы про себя тоже проверили. Первый вопрос. Какой документ регламентирует права несовершеннолетних детей? Конечно же, у нас в Российской Федерации регламентирует Семейный кодекс Российской Федерации. Кто несет основную ответственность за воспитание детей? Да, это родители. В первую очередь ответственность несут они. Третий вопрос. Кем решается спор между родителями относительно имени и фамилии ребенка? Отцом, матерью, органом опеки и попечительства? Кем, если возникает спор? Да, если возникает спор между родителями относительно имени и фамилии ребенка, то он решается органом опеки и попечительства. И четвертый вопрос, про себя тоже проверьте свой ответ. С какого возраста учитывается мнение ребенка по вопросу, затрагивающему его интересы? С 10 лет, с 12, с 14. Да, конечно, с 10, как я уже вам ранее выше рассказала. Дорогие дети, дорогие ребята, я думаю, что вы немножко хоть узнали кое-что в этот важный день, день, значит, защиты, правовой защиты наших несовершеннолетних детей. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете задавать. Включите микрофоны, пожалуйста. И если есть у вас вопросы, Марине Дмитриевне, ага, задавайте. Все поняли, да? Да. Все поняли, ребята? Так, сейчас слово передается сотруднику по делам несовершеннолетних Герасимовой Матрёне Эдуардовне. Матрёна Эдуардовна. Ага, здравствуйте, Гиллер, да? Ага, Гиллер. Ага. Здравствуйте, Олар. Ага, мен инспектор ПДН, лейтенант полиции Матрёна Эдуардовна Дембаловын. Именно Олар Гуттулилепин. Так, сағылыр болық бұтына, так, сводкаттан хағалаққа. Бейеқа по району, по Намскому всего Дёрдоникке оғатурар учокка полицияға. Онтон отуппеге ол сәттеті болар. Именно туық құраллары идер болақытына большинство оғылар кражынан түбәттер бейеқа тұралар. Мағынаттан шоколад ораллар, сок ораллар, бәйбәйлерден телефон ылсаллар. Үксе оғылар бейені кражынан тұрар болалар. Ага. Бұлырыңыға тәңінне таққа бұлырын Подождите чуть-чуть. Хамид, вопрос. Как полноходно пока берет рун? Какие вас интересуют вопросы, ребята? Подразделение денег, да? Например, пленарах сахара, да? саңа Гиллер, да? Гиллер, ага, кәлдіге. Матрёна Эдуардовна видеодан қобургу тәбіті болдар.
Олейна купала. Ну, ребята, это технические неполадки, видать, со стороны-то нашего лектора. Что я хочу сказать в перерыве между, да? Вы, конечно, знаете... Катерина Эдуардовна, обманут, да? Как это? Катерина Эдуардовна, Ага, видеом кэлбэдэ да. видео, пока калялик, ага. Да, ладно. Сатан холбообатын видеотын холбоотатын даганы. Ничего страшного, только все. Она как-то тоже. Это мне просто связь какая-то. Я Иһиллэр Ihler bolla ha. Kalagat. Аха. Оҕолор кыһыҥҥы бириэмэҕэ уончаас улахан киһитэ суох хаама хуохтаахтар улуссаҕа. Онтон сайыҥҥы бириэмэҕэ 11 частан болар. Итини билиэххитин наада оҕолор. Буккутаннар 11 частан дии саныылар. Ону үөрэх бириэмэтигэр кыһыҥҥы өттүтүгэр 10 частан хоҕото хыдьыргыт көҥүллэммэт. Уойбыт эдьиибит диэн эмиэ көҥүллэммэт. Оҕо обязательно төрөппүтэ законный представители бар болохтаах, если хыдьар болааны. Хассар да алтаҕа дылы. Улахан киһитэ хыдьа хуохтаахпыт. Ага. Так, телефоннары билергит болоджи ики кыра эрдэхаттан химбир учтолларгыт, төрөппүттергит постоянно этеллер. Сотовайттан эрьер боллаққатына бир дентен сағлығыт обязательно. 101 ден пожарной, 102 полиция, 103 скорой, 104 газовая служба. Onu elbэх киһибилбет 01, 02, 03 эрьесетылар сотовайнын обязательно 100 дентен сағлықтақыт. Бир сыппараттан. Если ханна да хатан ориентийтбет ахатна 112 бу единая служба бар. 112 эриддахатына любой хирге надала хиргетер терерден берер. Себе ох хиргеджан мунан каллакатына или атын деревняган баран холбара билайын ду микрофон ду хоккулагана эме себе хохеттен 112 эме спокойно ориентият. Даже сим хох телефонтан кытта эрияқап 112. Ага, мана мне запомните. Или оюрга хаджам муннахатна себя схаппат сирегер боллана 112 эме ориентият. Билигин халтаран болла, онна сотору туманнар түхөктөрө. Правила дорожного движения бары билергит болуджи. Постоянно келен лекция ыталлар, учуталларгыт этеллер, төрөппүттер метеллер болу. Светоотражающий, таңыз кытыр бэхэт бар болуктах или рюкзак кытыгар. Солу торургутуар олох серехтяк болохутуннада, эбэхэт тулот түгүтүн көрөн баран массына хоох дихана тыкытны билдере. Онна тугунан пешеходный знактах сирнен бидер торухтакыт. Так, серехтяк болохканада солга билигин төһө даганы бытаннык массыны иһер дихана вакытынаха калтаран массыналар тормастары тутуу хохторун эмесеп. Ого уголовный, он административный экпетниске 16 сааттан эппеттир. Если буруйоңор бут болақатына тяжкой болағаны 14 хаскыттан уже бәғат эппеттигит. Тяжкой ден тугой нанесение телесных повреждений, кража кирер, проникновение кирер. Беға бұсайын қастаған етінек оғы тұтуланлар учок утурбуттары. Деревнелерге баллар. Ыл жетігер киреннер,
Төһө да ана хагас турбутун иһин кии хуох болаана кири хуохтаахпыт билерги болужи. Онна магазинга кирэхиннер бааллар. Эми деревнелерге магазинга кирен бары хуога дышара караларгымыппыт, Индия мопыта. Проникновение — это уже статья туспатуда, ылдаганы, ылмадаганы эн чужой кии жетигер терилтелерге өссө кири хуохтаахпын. Агас да болун, катылах да болун, в любом случае кириллибет. Оголор опсайынан права туттарырга 16 саскыттан бидде правалаат билягатчы 16 хаскыттан туттарыккытын сөп, но олар гытыр 16 саскыттан бидде алагат. Массына мотоцикл ытаргыт көңүллеммет. 16 саскыттан толлаккытна правалаккытна биддер көңүлле. Мамам көңүлләбите, папам көңүлләбите ден хук болуктак. Бияга эти преступлениялар баллар этник хастаганы угон чахынан мотоцикл ытын ехнер кампутус биттер ден хастаганы этник ситуация бар. Оны өйдө 16 саскыттан тола иликкитинен техникага вообще олар хуктакпыт. Буран болун, мотоцикл болун, машина болун, мопед болун. Даже велосипедка касастыптын 14 састырттан бидди көңүлөнөр. Так. Өсө вопрос бар болганы ыйтың механик гастегетиник. Оголор, хоббанабут, зукутун хоббубут, онна вопрос Матрёна Эдуардовнага беребейт. Есть вопросы? Нету. Тух тигити хиллибет. One of the scooter in the hand. Уйден аха, тухтин. Scooter in the hand. Матрёна Эдуардовна скутер ытыкка хеп тожилдер. 16 саскыттан. Утыр эми көңүллемет 16 саскыттарды бидде техника көңүллемет, оны билек. Велосипед 14 хаскыттан көңүлленер. Но надо. Даже с 14, да? Оны парам билген татымныйда уже бит постоянный случай бар обморожениялах балыга керек. Именно оголор. Бир састак ого бар, 10 састак ого бар. Олин олох серехтах болухананды билген. Таварыстар бутыр хона барды бит диде, онна манна барар табылыбат. Оннук түгенге төрөпүттерге табарыгыр хона бар бута билбеппит дем бо бута сразу мерага ылылалар. Ого детигер хонуктах. Олох необходимой болганы биддер аймактар гытгыр еген хона бары кытын сөп. Но күлейди албыны подруга гытгыр табарыс гытгыр хона барар олох бобуллар. Этиник көңүллемет. Аны учтолларга тимби билектактыр, төрөпүттер учтолга мие тектактыр. У нас вопрос бар, да? Всем все понятно, да, ребята? Ага. Спасибо за внимание. Завершаем наш правовой час. Ага, до свидания. Рахтах полун.